Тере. Сегодня у нас будет достаточно сложная тема. Готовьтесь воспринимать, понимать и думать. В русском языке существует только одно прошедшее время. Я смотрела, она смотрела, он смотрел и так далее. Поэтому достаточно сложно понять русскому человеку, как в эстонском языке может существовать сразу три прошедших времени. Но вот так оно и есть, и мы должны это принять. Образование вот разных прошедших времен, они не так уж и сложны. Но опять же, русскому человеку трудно уяснить, какое прошедшее время, вот когда нужно использовать. И, давайте разбираться. Таким образом, в эстонском языке существует три формы прошедшего времени. Это простое прошедшее, как бы первое время, лихт-минавик. Полное прошедшее, это второе время прошедшее, да, это täisminevik. И третье, это enneminevik, это предпрошедшее, то есть до прошедшего. Простое время вы наверняка уже хорошо помните, с ним уверена, что у вас уже не возникает проблем. А простое прошедшее вы, конечно, сразу скажете, что оно образуется при помощи си и и, то есть elasin, käisin, sõin, jõin и так далее. Вот большую сложность для русского человека представляет полное прошедшее время, täisminevik. Ну и вот понятное дело, что касается этого времени, то нас в первую очередь интересует, когда его использовать. Давайте разбираться. Во-первых, если действие или событие простого прошедшего времени, вот этот лихт-минавик, си и и, вы знаете его, остались в прошлом и абсолютно никак не связаны с настоящим, то действия и события вот этого täisminevik, полного прошедшего времени, они как бы начались в прошлом и продолжаются в настоящем. Например, ma elasin Tallinnas 10 aastat. Я жила в Таллине 10 лет. Как мы переведем? Да, я жила в Таллине. Все, я больше не живу. Я жила там. Ma elasin Tallinnas. Я жила в Таллине. Все. Ma töötasin selles firmas 6 kuud. Я работала в этой фирме 6 месяцев, а сейчас я больше не работаю. Все, я отработала свое. Ma töötasin. Это лихт-миневик, известный нам лихт-миневик, где посерединке мы ставим си или и. Переходим к täisminevik. Он образуется при помощи соединений olema и окончания нут. Но послушаем, главное, его употребление. Ma olen elanud Tallinnas 10 aastat. И здесь я жила в Таллине 10 лет. По-русски это звучит так же, как ma elasin Tallinnas 10 aastat, а здесь ma olen elanud Tallinnas 10 aastat. И там мы переводим я жила в Таллине 10 лет. Но если там я говорила, я жила в Таллине 10 лет и больше я здесь не живу, то тут я жила в Таллине и продолжаю жить сейчас. И на самом деле на русском языке, в чем вот эта сложность состоит, на русском языке
когда мы хотим сказать, употребить вот этот «täis minevik», мы употребляем настоящее время. То есть я скажу, я живу в Таллине 10 лет. И тогда, ну, как бы для русского человека понятно, что я жила и вот до сих пор, и сейчас продолжаю жить в Таллине, вот уже 10 лет. Еще раз на всякий случай повторю, если я сказала «Ma elasin Tallinnas», это значит «я жила в Таллине и больше я не живу в Таллине». Если я говорю «Ma olen elanud Tallinnas», то я жила в Таллине и живу в Таллине по настоящий момент. Попробуем дальше. Ma olen töötanud selles firmas 6 kuud. Опять вот о чем мы говорили. Я работала в этой фирме 6 месяцев и продолжаю работать в этой фирме до сих пор. Опять по-русски я бы сказала, я работаю в этой фирме 6 месяцев, и все меня понимают, что я начала работать, я работала 6 месяцев назад в этой фирме, и я продолжаю в ней работать сейчас. Итак, ma olen töötanud selles firmas 6 kuud, значит, что я работала в этой фирме 6 месяцев и продолжаю работать в ней. Давайте тогда и разберемся, когда, еще раз повторим, когда полное прошедшее время используется. Используется оно, когда говорится о деятельности или событии, да, о деятельности, которая началась в прошедшем времени и длится до сих пор. И переводится на русский это часто настоящем времени. Ma olen Eestis 15 aastat elanud. Что это значит? Как вы переведете это? Я живу в Эстонии уже 15 лет. Я приехал 15 лет назад и живу в Эстонии до сих пор. А если вы скажете Ma elasin Eestis 15 aastat, то эстонец поймет, это значит, что вы больше в Эстонии не живете. Вы живете где-то в другом городе, а 15 лет, да, вы прожили в Эстонии. Или Ma olen siin 5 aastat töötanud. Вот опять, как перевести? Я работал 5 лет. Но на самом деле, если бы я говорила это на русском, ma olen siin 5 aastat töötanud, я бы сказала, я работаю здесь 5 лет. То есть я начала эту работу, на этой работе работать 5 лет назад, и работаю я здесь до сих пор. И опять для сравнения, если вы скажете ma töötasin siin 5 aastat, это значит, что вы когда-то здесь работали, да, 5 лет, но больше вы здесь не работаете. Еще это время используется, если говорится о действиях, которые происходили, ну, как бы в прошлом, в течение жизни, и указание вот точного времени оно не имеет значения. Вот сейчас в разговоре. Kas sa oled, даже можно добавить kunagi, kas sa oled kunagi Moskvas käinud? Вопрос, ты был в Москве? И, то есть ты был когда-нибудь вот в своей жизни вообще в Москве? Подразумевает это прошедшее время. Kas sa oled Moskvas käinud? Если вы скажете kas sa käisid Moskvas, это значит, что вот мы буквально секунду назад говорили об этом, да, и говорили о каком-то конкретном времени. Или, допустим, можно употребить так, опять конкретизацию дать.
Kas sa käisid suvel Moskvas? Указано, ну, как вы видите, конкретное время, летом. Ты был там летом? Ты ездил летом в Москву? Тогда мы употребляем первое прошедшее время, да? Liht minevik. Или пример. Ma olen temast palju kuulnud. Переводим «я много слышал о нем». То есть я, ну, в течение жизни и вообще раньше и когда-то много слышал о нем, может быть, еще впереди, часто буду слышать. То есть мы не указываем конкретное время. Это в принципе. А если я говорю «ma kuulsin temast sel õhtul palju», то я указала, я слышала о нем этим вечером там много. Здесь опять указано конкретное время, вот этим вечером. Ну и хорошо, что часто бывает так, что начинается речь в прошедшем времени, вот этом täisminevik, а потом сразу переходит в прошедшее время вот lihtminevik, так как разговаривающие уже определились с тем, о каком времени идет речь. То есть можно услышать такой диалог, что «Kas oled Moskvas käinud?» «Jah, ma käisin eelmisel aastal». Ну и есть случаи, конечно, когда выражение всегда надо употреблять как бы полное прошедшее время. Допустим, «я родился» или «где вы учились», «какую школу вы закончили». Тогда «ma olen sündinud» или «kus te olete õppinud» или «mis kooli olete lõpetanud». Ну и я думаю, что, возможно, вы уже догадались, как образуется полное прошедшее время, täisminevik, но все-таки остановимся на этом вопросе. По-разному образуется «да» и «нет» форма, и «да» форма состоит из двух слов. Это вспомогательный глагол olema, ну, быть, мы ставим его в настоящее время, и основной глагол, у которого берется основа «да» инфинитива и прибавляется not. Ну, давайте посмотрим теорию, переложим в практику, посмотрим, как это выглядит на примерах. Ma olen vaadanud или sa oled vaadanud, ta on vaadanud и так далее. Я, ты, он смотрел. Это видите, да, что мы vaadata взяли, добавили отбросили та, и к vaada добавили not, и тогда у нас получается вот эта форма. И olema, да, выставляем, мы помним как, то есть ma плюс olen плюс vaadanud, и получается я смотрел. Sa oled vaadanud, ты смотрел. Ta on vaadanud, он смотрел или она смотрела. Me oleme vaadanud, мы смотрели. Te olete vaadanud, вы смотрели. Ну и, наконец, nad on vaadanud, они смотрели. Нет, форма образуется очень похоже, только вот глагол olema ставится в отрицательную форму. Ну и мы знаем, что это получается ei ole или
pole. То есть ma ei ole vaadanud, sa ei ole vaadanud, ta ei ole vaadanud, ну и так далее. Я думаю, что это понятно. Me ei ole vaadanud, te ei ole vaadanud и nad ei ole või pole vaadanud. Ну вот, собственно, и все. Ну, если вы поняли, то вы молодцы, потому что действительно это нужно, наверное, немножко перестроить свое сознание, когда ты учишь в новом языке то, чего нет в твоем языке. Уверена, что вы справитесь. Всего доброго ja kõike head ja nägemiseni!